Один из домов культуры, где необходимо провести ремонт, и Кажевский. Специальная комиссия во главе с региональным куратором федерального партийного проекта Юшей Газгиреевым уже убедилась в этом. В ходе недавней инспекции заключили, что ремонт здесь нужно провести в ближайшее время. Один раз сделать, другого лучшего у нас нет. Здесь что получается с нашей сыростью, вот эта покраска, она ежегодно требуется. Средства уже поступили на счет. Осталось определить подрядчика и начать ремонтные работы. Тут же устанавливают и сроки. Объект в эксплуатацию нужно сдать до осени. На реконструкцию выделено немало средств, чтобы превратить старый дом культуры в красивое архитектурное здание. Осень завершит эту работу. Это небольшая работа. Там можно спокойно за 2 месяца с хорошим подрядчиком все это завершить, из этого здания делать игрушку. Да. И фасад сделать, и то, что мы тогда внутри осмотрели, это тоже можно сделать. Федеральный проект «Местный дом культуры» реализовывается по всей стране и для нашей республики имеет большое значение, отмечает Юшей Газгиреев. От того, насколько качественно проект будет реализован, зависит, какую помощь федеральный центр окажет региону в дальнейшем. А курировать весь этот вопрос будет Минкульт республики. 529 тысяч – это федеральная субсидия в размере 95%, плюс 5% республиканского бюджета, там общая сумма 557 300 тысяч. Соглашение заключено, средства поступили на счет. На доходный счет республики. Вот. Ну, там в установленном порядке, есть процедура определенная. То есть нами вся работа проделана. Директор Дома культуры отмечает, что как только определятся с подрядчиком, начнутся все остальные работы. Репетиционный и банкетный зал, библиотека. Срочному ремонту подлежит практически все помещение. В данный момент Дому культуры Назанского района требуется, по моему мнению, капитальный ремонт. Там необходимо фасадную часть ремонтировать, менять окна, двери. Также внутри в некоторых местах необходимо поменять полы и обязательно сделать электрику. Это, на мой взгляд, те виды работ, которые необходимо сделать. Следующий вопрос на повестке дня – еще один партийный проект, направленный на развитие детского спорта. Речь идет о том, в каких школах будут строиться или реконструироваться спортивные площадки, как уличные, так и внутри учебного заведения. Руководитель проекта в регионе отметил, главная особенность проекта – дети с раннего возраста будут физически развиваться. В рамках этого проекта у нас в республике, как и по всей России, реализуются 3 инфраструктурных направления. Это строительство ФОКов, это 500 бассейнов и создание условий для занятий спортом в сельской местности. В настоящее время, именно сегодняшнее наше совещание было связано непосредственно с подпроектом создания условий для занятий спортом в сельской местности. На эти средства, на эти цели в этом году в бюджете республики Ингушетия предусмотрено 18 миллионов рублей. В числе участников встречи представители Минобра и Минфина, которые в дальнейшем будут реализовывать проект в регионе. Каждый из них рассказал, на какой стадии находится работа по их направлениям. Мы обычно рассматриваем тендер заявку 2 дня, 3 дня, зависит уже от количества работы. Рассматривать будет, скорее всего, курирующее Министерство образования, так как готовит Министерство образования, это по их направлению, они меня не касаются. Потом вывесить на тендер, если заводчик не будет, в течение месяца должен состояться тендер. В рамках данного соглашения у нас в этом году непосредственно идет ремонт 5 спортзалов, оснащение 12 спортплощадок открытых и создание 6 спортивных клубов на базе образовательных организаций. Сумму вы назвали. Сегодня что сделано на сегодняшний момент? Это что деньги к нам в республику поступили в июле этого года. И согласно соглашению мы должны 31 декабря сдать объекты. Проекты, направленные на развитие детского спорта и поддержку культурного звена, несомненно, играют важную роль, а объединяет их одно – вырастить достойное поколение. Индира Манкива, Рамзан Зурабов, Новости 24.